Тип вопроса сетка флажков похож на предыдущий вариант. Здесь пользователю также предлагается заполнить таблицу. Разница заключается в том, что для данного типа вопросов в каждой строке пользователь может отметить более одной позиции, в отличие от предыдущего вопроса, где нужно было выбрать какое-то одно значение. Давайте создадим такой вопрос. Возвращаемся к редактированию нашей формы, добавляем вопрос, меняем его тип на сетка флажков, заполняем вопрос и варианты ответов для строк и для столбцов. В настройках данного вопроса мы можем указать обязательность заполнения всех строк, то есть пользователь не сможет отправить форму до тех пор, пока в каждой строке не будет проставлен ответ. И еще одна опция по одному ответу на столбец. Давайте посмотрим на нашу форму теперь. Итак, вопрос мы создали. Пользователю предлагается проставить галочки не более чем один вариант на столбец. И хотя бы один вариант ответа в каждой строке. Как мы видим, для данного вопроса заполнение каждой строки не актуально. Пользователь может захотеть поставить галочки, например, только в первой строке, и это должно у него получиться. А вот в рамках каждого столбца должен оставаться только один вариант ответа. Давайте вернемся в нашу форму и поправим настройки. Я отключаю галочку с требованием обязательного заполнения всех строк и снова перехожу к просмотру формы. Как видим, более чем одну галочку на столбец нам поставить не дают, но при этом поставить все три галочки в одной строке допустимо. Еще одна настройка, которую можно задать в рамках вопроса сетка флажков – перемешивание строк. При включении данной опции те строки, которые мы задали, при загрузке пользователем данной формы будут идти в какой-то своей произвольной последовательности. Аналогичная настройка присутствует и в предыдущем вопросе сетка множественный выбор. Здесь также можно поставить галочку «Перемешать строки», но при этом обратите внимание, что речь идет только о перемешивании строк, но не о перемешивании столбцов.